رمضان يا خير الشهور بك المحبة بلا شرور. Нужно ли женщинам читать таравих? Можно ли женщинам читать намаз уже после сухура? Да, и мужчинам, и женщинам можно читать намаз после сухура. Но мужчинам лучше молиться в мечети. Например, если время сухура заканчивается в 3:20, можно сразу прочитать намаз и лечь спать или делать свои дела. Не обязательно сидеть и ждать, пока наступит 4 или 5. Моя жена считает намаз таравих нововведением. Так ли это? Нет, не так. Таравих — это сунна, и для мужчины, и для женщин он является сунной. Единственная разница в том, что женщинам желательно читать его дома, а мужчинам в мечети. Читают ли женщины таравих? Конечно, читают, но им лучше читать его дома. Ходить в мечети и сидеть там допоздна, встречая ночь предопределения для женщин, не есть хорошо. Лучший вариант для женщин – это поклоняться дома. Можно ли мне читать таравих, если я не держу уразу? Я сейчас в положении. Да. Если кто-то по каким-либо причинам не может держать уразу, им можно читать таравих. Такого понятия, что таравих должны читать только постящиеся, нет. Ибо таравих не читается в другое от Рамадана время. Он совершается только в течение этого священного месяца. И таравих является отдельным поклонением. Он никоим образом не привязан к посту. Я работаю в банке, сейчас держу пост. Можно мне красить глаза и губы? Ваш пост не нарушается от того, что вы красите глаза и губы, но если вы украсите и без того ваши красивые губы и глаза и своим видом будете соблазнять окружающих, то вам будет засчитан грех. По шариату, женщина, выходя из дома, не должна накладывать на себя косметику и духи, дабы не привлекать внимание посторонних мужчин. Однако, несмотря на это, ваш пост не нарушается из-за накрашенных губ. И тем не менее, если помада попадет вам в рот, есть опасение, что пост нарушится. Девочке 10 лет, у нее еще нет месячных. Должна ли она поститься? Нет, она не обязана поститься. Если у девочки в 9-летнем возрасте уже приходит менструация, она с 9 лет должна поститься как положено. А если менструация не наступает, ей нужно начинать поститься с 15 лет. А все ее посты до этого считаются добровольными, за которые ее родители тоже получают награду. Нужно ли произносить таспих, когда таравих читают одни женщины? Таспих произносится для того, чтобы молящиеся отдохнули. Поэтому женщинам лучше не приходить в мечеть, а читать таравих дома. Им следует читать его по 4 раката, точно так же, как они читают 4 раката обычного намаза. Итак, читая по 4 раката 5 раз, они завершат молитву таравих. Им разрешается читать по-быстрому и потом возвращаться к своим домашним делам. Слово «тарауих» вообще означает «отдых», «передышка». И таспих произносится для того, чтобы сделать передышку. Таравих ведь долго читается. Пост обладает множеством достоинств, а его чудесных свойств еще больше. Салман аль-Фариси говорит: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال. Шаабан – это месяц, в котором мы сейчас. Это месяц, предшествующий Рамадану. После Рамадана наступает Шауаль. В один из последних дней Шаабана наш посланник, алейхиссаляту вассалям, встав со своего места, сказал так: «О люди! قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك. К вам пришел великий и благословенный месяц. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. К вам пришел месяц, в котором есть ночь, лучше 1000 других ночей. جعل الله تعالى صيامه فريضة. В этом месяце Всевышний Аллах предписал пост, который является для вас обязанностью, وقيام ليله تطوعا. а также предписал вам совершение молитвы среди ночи. Это молитва таравих и тахаджуд. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. которые предписаны для вас в качестве дополнительных молитв. Кто совершит в Рамадане эти дополнительные молитвы, тот получит награду, равную той, которую он получил бы за совершение обязательной молитвы. Кто даст добровольную милостыню в Рамадане, тот получит награду, равную той награде, которая полагается за обязательную милостыню. А кто выполнит в Рамадане обязательную молитву, тот получит награду в 70 раз больше, чем когда он выполняет эту молитву в другие обычные дни. Это месяц терпения,
уважаемые мусульмане, والصبر ثوابه الجنة. а наградой за терпение будет рай. وشهر المواساة. Это месяц взаимопомощи и доброго отношения друг к другу. وشهر يزداد فيه رزق المؤمن. Это месяц, в котором увеличивается удел верующего. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه. Кто накормит в этом месяце постящегося, тому простятся его грехи. وإتق رقبته من النار. И благодаря этому он спасется от адского огня. وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. И этот человек получит столько же наград, сколько получит постящийся. Если ты накормишь постящегося в месяц Рамадан, ты получишь ровно столько наград, сколько получит накормленный тобой постящийся человек. رمضان يا خير الشهور بك المحبة بلا شرور